Добрый вечер. Сегодня 5 апреля, вторник. Это 768-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». 4 крымских мусульман оставили в тюрьме до 8 июня, сообщает адвокат Эмиль Курбединов. Их обвиняют в членстве в партии Хизбут-Тахрир, которую в России считают террористической. Заседание Киевского районного суда Симферополя прошло в закрытом режиме по просьбе представителей ФСБ. Адвокат был против закрытого заседания и объявил отвод судьи, однако его не удовлетворили. Всех присутствующих наблюдателей вывели из зала суда. Эмира Усина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова и Муслима Алиева задержали после обысков в их домах 11 февраля. С тех пор они находятся в СИЗО. Началось все с того, что Федеральная служба безопасности Крыма заявила о желании проведения закрытого судебного заседания. Они посчитали, те родственники и просто слушатели, кто пришел, могут нести какую-то угрозу. Поэтому суд принял их заявление ФСБ и решил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. То есть, по сути, было закрытое судебное заседание. Адвокаты возражали, представили. То есть по УПК есть только строго определенные основания, и ни под какое из этих оснований это не подпадало. После чего судья все-таки принял решение проводить закрытое заседание. Нами был заявлен отвод суду и недоверие. Суд также посчитал это необоснованным. И, в принципе, продолжил судебное заседание уже в закрытом режиме. Как всегда, ходатайство о продлении основывается на одних предположениях, я так скажу. Что они могут скрыться, они могут на кого-то там влиять, они могут свидетелей запугивать и так далее, и так далее. То есть каких-то фактических доказательств представлено не было. Вот. И помимо всего, это нарушение принципа гласности. И то, что их держали в клетке, они еще не приговорены никаким наказанием, приговоров, вступивших в силу, нету. И держать в клетке людей, которые считаются невиновными, я думаю, это тоже определенное давление. В дом отца крымского бизнесмена, делегата Курултая крымских татар Али Озенбаша, пытались ворваться неизвестные вооруженные в масках. Об этом сообщил сам Озенбаш, сославшись на трансляцию камер видеонаблюдения. В декабре в Меджлисе сообщали, что российские силовики собирались провести обыск в доме Али Озенбаша, но тогда сотрудники ФСБ и полиции не застали его на месте. Они приехали, ломились, никого нет. У меня видеокамеры стоят наблюдение, я просто сигнал получил. Вот. И в 6 часов утра они тут стучались, ломились, перелезли через забор, пытались дверь открыть. И все, после 8 уехали. Я никогда, в общем-то, не избегал. Если они вызывают меня, то я этого и являюсь. Вот. Но сейчас они меня не вызывают. Вот. И я считаю, что это просто попытка очередная опорочить мое честное имя перед соседями. Тут же люди в балаклавах, вооруженные. Понимаете, это же не первый раз происходит. Вот. То есть вот такая дискредитация. Главу Бахчисарайского района Крыма уволили за шашлычную у Занджирлы медресе. Рифат Дердаров написал заявление, потому что не справился с заданием главы российской администрации Крыма Сергея Аксенова убрать с территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника шашлычную. Кафе работает и активно готовится к курортному сезону, отметил вице-премьер оккупационной власти Крыма Руслан Бальбек. Процесс массового сноса самостроев начнется в Крыму в сентябре. Эту кампанию российские власти Крыма начали в конце прошлого года, когда Сергей Аксенов позволил сносить здания без решений суда. В октябре прошлого года в районе Жигулиной рощи в Симферополе строительная техника сравняла с землей десятки домов участников поляны протеста. Они годами добивались, чтобы их участки узаконили, но местные власти отдали землю в аренду бизнесменам. Сейчас некоторым домовладельцам микрорайона выплачивают компенсации за добровольный демонтаж зданий. Под угрозой сноса находятся и дома крымских татар в Судаке, в массиве Алчах. В конце марта им дали 10 дней на то, чтобы выплатить около 72 миллионов рублей. Если деньги не найдут, их дома снесут. Одна женщина...
Первый реестр показывает, и будет адресная часть в этом реестре, этих зданий и сооружений, которые незаконно возведены, и все могут ознакомиться, будут в интернете в том числе. А второй реестр – это то, что официально будет внесено в разрешительную систему. И тогда можно будет сравнить, что где находится, любой гражданин, любой общественник может туда зайти. В Крыму невозможно поднять сельское хозяйство без воды, признал председатель парламента Российской администрации Крыма Владимир Константинов. В очередной раз на заседании президиума звучали призывы предоставить концепции добычи, хранения и транспортировки воды. По данным властей аннексированного полуострова, на сегодняшний день в Крыму насчитывается около 360 тысяч гектаров поливных земель, а обрабатывается только 13 тысяч. Вода, поступавшая через Северокрымский канал с материковой части Украины, обеспечивала до 85% всех потребностей крымчан. После аннексии Крыма России Украина перекрыла поставки Днепровской воды на полуостров. Нужны современные технологии, как сельхозпроизводства, так и технологии по добыче воды, по ее хранению, по ее транспортировке и так далее. Потому что все дружно запели о том, что, так сказать, ой, плохо перестала вода идти по каналу. Но все забыли, что разграбили всю систему мелиорации. Крым очень дорого обходится России, она уже платит и еще долго будет платить, заявил российский писатель Виктор Шендерович. Он отметил, что нельзя допускать, чтобы Крым превратили в Косово. Также Шендерович предположил, что аннексия Крыма – это был ход Владимира Путина в предвыборной кампании. Как сделать так, чтобы Крым не стал Косовым? Да? Вот как сделать так, чтобы избежать крайностей? Потому что, повторяю, конечно, этот маятник, который улетел в одну сторону, он по всем законам физики исторической полетит в другую сторону. За крымскую авантюру, за этот формально прирезанный на карте кусок к России Россия платит и деньгами, и статусом, и историей, и жизнями в конечном счете, потому что все, что произошло дальше, это следствие того, в общем, выхода из цивилизованного мира, который Россия совершила именно аннексией Крыма. Карантин из-за африканской чумы свиней в Крыму отменен. Режим чрезвычайной ситуации был введен 8 февраля. Сначала заражение зафиксировали в одном из сел Раздольнинского района, позже в Белогорском районе. Карантин объявили на всей территории Крыма. После карантинную зону ограничили. Жители считают, что карантин и забой скота сыграл на руку российским производителям мясной продукции. Широкомасштабная игра в войну пройдет в Крыму. В рамках подготовки празднования 71-й годовщины Победы во Второй мировой войне состоится всероссийский молодежно-исторический квест «На Берлин». В нем задействуют 1500 школьников и студентов аннексированного Крыма. Как сообщает Крыминформ, 16 апреля акции проведут почти во всех населенных пунктах полуострова. Школьникам и студентам предстоит решить ряд головоломок, связанных с берлинской наступательной операцией. После аннексии Крыма России на полуострове усилилась пропаганда уважения к СССР и имперской России. В Симферополе повесили мемориальную доску Иосифу Сталину. Разрабатываются планы по чествованию императрицы Екатерины II, установки стел Победы. Адвокаты арестованных российских ГРУшников хотят вызвать в суд лидера президентской фракции в Верховной Раде Юрия Луценко. Они также хотят допросить представителей так называемой ЛНР и кадровых российских военных. Сегодня в Голосеевском районном суде Киева продолжилось, судебное заседание по делу россиян Александрова и Ерофеева, обвиняемых в терроризме и незаконном пересечении линии разграничения в зоне АТО. Заседание началось с минуты молчания. Участники процесса почтили память Юрия Гробовского, адвоката одного из обвиняемых. Он исчез 5 марта, а 25 марта его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Черниговской области. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе и о спланированной операции. Военная прокуратура Украины обнародовала видео, на котором адвокат заявляет о желании отказаться от защиты Александрова. Я адвокат Гробовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно?
Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Сегодня стороны допросили свидетеля, которого вызвала защита. Это судмедэксперт, который делала вскрытие Вадима Пугачева, бойца вооруженных сил Украины. Он погиб во время задержания россиян Александрова и Ерофеева в зоне АТО. Адвокаты, вооружившись макетом черепа, пытались выяснить, почему пулевое отверстие в голове погибшего меньше, чем диаметр пули винтовки, с которой были задержаны ГРУшники. Может ли предмет диаметром большим оставить отверстие диаметром меньше? Может и не может. Смотря какой предмет, смотря где оставить. После допроса судмедэксперта защита потребовала перерыв для того, чтобы подготовить новые письменные доказательства. Суд и обвинения расценили это как попытку затянуть процесс. Мені не зрозуміло. Сторона захисту неодноразово наполягала на тому, що вона хоче надавати докази. Дайте нам можливість надати докази. Така можливість їм була сьогодні надана. Вони забезпечені технічними засобами, якщо ви бачили, це є проєктори, графічні якісь зображення. Але сторона захисту відмовилась сьогодні з причин, які мені особисто не зрозуміли, а також не зрозуміли колегії суддів. У зв'язку з чим колегія суддів і зробила зауваження стороні захисту в тому, що вони навмисно затягують процес. Защита сегодня же озвучила намерение вызвать в суд для дачи показаний лидера фракции блока Петра Порошенко Юрия Луценко. Луценко, да, он непосредственно проводил публикацию, а именно представлял одно из доказательств, которое является вещественным доказательством по делу телефона в открытом заседании Верховного Совета. Есть вопросы к нему по этому поводу. Также защита просит допросить в качестве свидетелей 5 человек из так называемой народной милиции ЛНР. Естественно, это не может быть с территории Луганской, Донецкой области, не подконтрольных территорий. Скорее всего, с соседних государств, так как у нас до сих пор действует конвенция между Украиной, Россией, Белоруссией и так далее об взаимной правовой помощи. Кроме этого, адвокаты хотят допросить 2 российских военных из совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и 1 российского эксперта-криминалиста. В судебном заседании объявлен перерыв до четверга. Роман Спиридонов, Эдем Ситаров, Заман, АТР. Стихотворение «Крым» молодой поэтессы Урии Кадыровой вошло в сборник «Люди из ниоткуда» известного фотографа и писателя Грега Константина. Автор представил альбом о лицах без гражданства по всему миру. Он работал над этим проектом 10 лет. Около месяца Грег провел в Крыму и снимал крымских татар. Главу о коренных жителях полуострова сопровождает стихотворение Урии, написанное на английском языке. Меня, конечно, очень радует то, что мое стихотворение вошло в этот сборник. Для меня это также особая ответственность. С фотографом Грегором Константиновым меня познакомил Евгений Андреюк из организации «Грамсос». Эта книга посвящена людям без гражданства со всего мира. Книга разделена на главы. Каждая глава рассказывает об истории какого-то народа и дополняется стихотворением. В Украине в главе о жизни крымских татар мое стихотворение о Крыме. Крымскими пейзажами смогут полюбоваться киевляне. В столичном доме ученых открылась выставка киевского художника Сергея Вутянова. Крым – колыбель европейской цивилизации, а также это философско-поэтический образ, который был воспет в творчестве многих художников и писателей, считает автор работ. По окончании выставки каждый желающий сможет приобрести понравившуюся картину. Вырученные средства будут переданы на поддержку военнослужащих из Крыма, которые сегодня защищают украинский народ на востоке страны, і сім'ям кримськотатарських переселенців. Це не просто картиночка або якийсь ландшафт, а це відображення внутрішнього простору людини. Це внутрішній ландшафт. І я от себе питав, чого мене особисто ці місця так притягують. І збагнув, що коли от їдеш туди, минулі роки, коли працюєш, то, власне, ти їдеш
якби це мандрівка до самого себе. Тобто ми сприймаємо Крим як наш, як невіддільна частина України, захоплюємося мужністю кримських татар, які там в тих неймовірних умовах, як тільки можуть, намагаються висловити свій протест проти окупації. І ми просто захоплюємося цим мужнім народом. Тому виникла така думка, хоч таким чином висловити свою підтримку. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.